Эта толстая книга на столе – уникальный труд. Студенты исторического факультета Якутского университета создали сборник об истории республики в годы Великой Отечественной войны. Книга необычна тем, что она сделана с помощью шрифта Брайля и доступна для слабовидящих и незрячих людей. Студенты всей группы они согласились собрать дополнительный материал к своей курсовой работе по истории Якутии времен Великой Отечественной войны. Но мы сделали примерно раскладку, план, по какой теме кто будет отрабатывать. В 3 томах собраны факты о промышленности, социально-экономической ситуации и культуре республики. Среди авторов и одна из незрячих студентов Сахая Данилова. Девушка не видит с рождения, но при этом учится на отлично. В сборник вошла ее работа о стихах и песнях Якутии военных лет. Я собирала сначала информацию про поэтов, про их жизнь, биографии их и уже их произведения. А потом уже стала искать песни, там некоторые, также на русском и на якутском языках. В Якутском университете сегодня учатся более 20 незрячих студентов. Чтобы адаптировать собранный материал в полноценную книгу, пришлось проделать огромную работу. Переводами в точечный шрифт занимались в Центре инклюзивного образования. Это очень трудоемкая, очень кропотливая, фактически ручная работа. Каждый символ надо обработать, перевести и надо отформатировать в соответствии с параметрами брайлевской страницы. Над созданием условий для обучения студентов, имеющих различные проблемы со здоровьем, в СВФУ начали работать еще 6 лет назад. За это время небольшая аудитория превратилась в мощную техническую базу. Единственный в своем роде сборник для слабовидящих, изданный студентами, открывает новую страницу в развитии инклюзивного образования. Трехтомник будет доступен не только в библиотеке университета. Сейчас решается вопрос о передаче книг в Республиканскую библиотеку для слепых. Анна Лебединская, Василий Соловьев, Вести, Якутск.